Это чудо, это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны. Открытие распределительного центра для хранения фруктов, дегустация продуктов агрокомплекса региона. Чем еще запомнится визит Александра Ткачева в Ингушетию? Золотой ключик от благополучной жизни. Семьи вынужденных переселенцев из Чечни обзавелись новыми квартирами в юбилейном микрорайоне в Назране. Он смело рвется на амбразуру, вызволяет пострадавших, но при этом робеет при виде телекамеры. Скромность молодого участкового Котеева в нашем выпуске. Светодиодная лампа, фонтан своего рода, он для детей с нарушением зрения очень хорош, потому что издаются звуки природы. Просвет для слабовидящих. Какие методики позволяют людям с ограниченным видением этого мира раскрасить окружающую среду? Я могу потерпеть до пятницы и не доставлять себе проблем с весом, которых у меня нет. А уже после я смогу насладиться вкусной едой в свое удовольствие. С такой поддержкой он представляет собой реальную угрозу. Филиппинец Хуан Мартин Элорде, претендент на героя ринга, прибыл в Ингушетию. Это новости 24. Добрый вечер. В Ингушетию с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Вместе с главой региона первым делом они открыли оптово-распределительный центр для хранения фруктов на предприятии «Сад-гигант Ингушетия». Как отметил сам Ткачев, это новый механизм поддержки садоводства. Инновация открывает перспективы для экспорта товара. Рина Цичуева расскажет. Первым делом министру показывают в самом крупном Северокавказском федеральном округе новый оптово-распределительный центр для хранения 60 тысяч тонн плодов. Глава Минсельхоза России отмечает строительство такого объекта новый механизм поддержки садоводства. Важно не только вырастить и собрать, но еще и сохранить и реализовать. По словам министра, ежегодный рост урожая сада повлияет на развитие, а пока не только нашего региона, но и в целом всего СКФО. Я прекрасно отдаю себе отчет, насколько потребовалось сил, и стараний, и финансовых средств, и воли, и непосредственно инвестора, и непосредственно руководства республики, и всех тех, кто трудился своими руками, создавал это чудо. Это будет во многом украшением вашей республики, это будет украшением нашей страны, потому что здесь применяются новые технологии, здесь мы заглянули в будущее, совершенно очевидно. Хочу, конечно, поблагодарить и прежде всего инвесторов, наших коллег из Совета Федерации, всех тех, кто поверил и, в общем-то, рискнул и вложил и собственные ресурсы, и кредитные ресурсы. И, как я уже говорил, это будет украшением республики. Сад-гигант – это суперинтенсивные сады. Уже в этом году на предприятии введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер, что позволяет вместить 37 тысяч тонн фруктов. Помимо прочего, на объекте запущена первая линия по товарной обработке с производительностью более 20 тонн в час. Глава республики отметил, как важны для региона такие масштабные проекты. Помимо прочего, такой объект поможет и в вопросе импортозамещения. Для республики Ингушетия важно и то, что сотни наших людей получают здесь рабочие места. Сегодня это один из самых совершенных проектов. Он создает не только рабочие места. Самое главное, этот проект показывает, что мы и во всех отношениях, как в производстве товарного яблока, так и саженцев, так и в хранении, так и в переработке и в других вещах мы показываем, что в нашей стране могут производить лучше, чем в Европе, и наша страна в состоянии конкурировать с любыми производителями мира в этом направлении. В торжественной обстановке министр сельского хозяйства России и глава республики дают новый старт специализированному садоводческому предприятию. Касанием символичного яблока запускают оптово-распределительный центр для хранения фруктов.
Министру показывают, какими возможностями обладают новые центры и какое здесь оборудование. Кстати, оно здесь итальянское, устанавливали тоже итальянцы. Помимо прочего, глава Минсельхоза лично смог увидеть процесс распределения яблок от А до Я. После краткой экскурсии по новому центру глава Минсельхоза отметил особую значимость проекта. Продукция сада имеет полное право занять место на торговом рынке не только нашей страны. Ингушетия взяла курс на производство овощей, плодов. Это, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор. И правительство Российской Федерации, в целом министерство будет, безусловно, этому способствовать и поддерживать эти направления. И мы надеемся, что здесь появятся новые проекты, новые мощности и производства, и переработки. И должен сказать, что вашу продукцию ждут во всех уголках нашей страны, на прилавках наших магазинов. Мы уже сегодня можем говорить о том, что мы импортозамещаем определенную долю процента, и немаленького процента в стране, в целом импорта яблок со стороны. Мы уже сегодня свои сорта создаем. Почему есть все сорта мировые, мирового бренда, но нет таких названий, как российских? Мы сегодня их создаем, свои сорта, и дальше будем эти сорта создавать. И самое главное, мы конкурентоспособны. Объект помог решить местным жителям вопрос трудоустройства. Помимо штатных сотрудников, а их здесь в смену 150, в сад нанимают более 300 сезонных рабочих. На этих достижениях сад-гигант не собирается останавливаться. Впереди новые проекты, которые обязательно будут реализованы. Завершая экскурсию по объекту, министр сельского хозяйства России оставил свои пожелания в книге отзывов. Лина Цычоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Текущее состояние АПК Республики, ближайшие перспективы развития и инвестиционную привлекательность региона Александр Ткачев обсудил с главой республики уже на протокольной встрече. Янусбек Евкуров выразил благодарность главе Минсельхоза России за поддержку АПК Республики, сообщив, что производство сельхозпродукции в Ингушетии в первом полугодии 2017 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Александр Ткачев отметил хорошие результаты АПК в республике в мясном и молочном скотоводстве. Стороны выразили взаимную готовность к дальнейшему продуктивному диалогу и совместной работе. Ваш визит именно в республику в эти дни, по итогам года для нас значимы. Я думаю, что это еще больше будет мотивировать наших сельхозпроизводителей на более качественное производство, и качественное, и количественное производство на следующий 2018 год. Мы в рамках и импортозамещения, и не только импортозамещения работаем и многие вещи перенаправляем, ориентируем на те необходимые виды продукции, которые сегодня должны быть в республике. Ну и, конечно, та помощь, которую оказываете вы лично, ваша команда, в целом Минсельхоз Российской Федерации, пытаемся эти средства перераспределять таким образом, чтобы эффект был хороший, ну и индикаторы, они соблюдались согласно выделенным средствам и помощи. Очень радует то, что вы не стоите на месте и за последние годы, и за последнее время, особенно то, что прибавляете, и то, что вы сделали ставку на, прежде всего, такие важные и для вас очень перспективные отрасли экономики, сельского хозяйства, это овощеводство, это производство фруктов, плодов, инфраструктура товаропроводящая и закладка новых садов. Это все, конечно, впечатляет и радует. И действительно здесь создается производство такого европейского мирового уровня. И я думаю, что многие территории, многие регионы Российской Федерации должны приехать, поучиться, и, собственно, мы будем этому способствовать. Вот. И я уверен, что и население нашей страны с терпением будут ждать на прилавках магазинов продукцию из Ингушетии, потому что вы отвечаете и качеству, и экологически чистые продукты абсолютно, и вы умеете работать, мы это уже, так сказать, почувствовали. Поэтому все планы, которые сегодня есть на развитие, нацелены, мы, безусловно, будем их обсуждать вместе с правительством Ингушской республики и, конечно, максимально поддерживать, потому что все, что сделано здесь, это, конечно, сделано при поддержке правительства Российской Федерации, и нацелено на то, что увеличение производства продуктов питания, прежде всего, и, конечно, создание новых рабочих мест, налоговой базы, что, собственно, сегодня и происходит. Поэтому очень надеюсь на другие перспективные проекты, это производство, то, о чем мы говорили с вами, новых проектов по молоку, по мясу говядины,
Вот. И, естественно, очень радует проект по меду, который состоялся, и вы уже экспортируете, более того, в разные страны. Вот. Поэтому для нас это очень показательно, и ситуацию мы будем держать под контролем и, конечно, поддерживать максимально. Мед, яблоки, мясо, молочные продукты и многое другое активно сегодня дегустировали посетители сельхозвыставки на площади Алания. Среди гостей традиционного мероприятия «Золотая осень» были министр сельского хозяйства Александр Ткачев и глава региона Юнусбек Евкуров. Здесь была представлена продукция агропромышленного комплекса Ингушетии. Организовали и культурно-досуговую программу. Лила Гайсанова расскажет. Ярмарка с самого утра начала затягивать жителей республики, ведь именно на сельхозярмарке можно приобрести самый широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. Нельзя сказать, что тот или иной продукт пользуется наибольшим спросом у покупателей, отсюда не уходят без полных сумок. Мне очень все понравилось, очень много продукции. Я определенно взяла продукцию предприятия «Молоко Ингушетии», и творог, и сыр, и молоко, и сметану. Все очень вкусно, цены ниже рыночных. Кроме того, очень много мясной продукции, колбас. Мне все понравилось, понемножечку я все взяла. Какая же ярмарка без мяса? Здесь и говядина, и баранина, и конина. Причем ассортимент, представленный производителями, довольно широкий, начиная от колбасных изделий, заканчивая копченостями. Самое главное для тех, кто его продает и покупает, все это исключительно ингушского производства. Представлена и молочная продукция с говорящим названием «Молоко Ингушетии». На ярмарку мы привезли продукцию, которую мы производим на нашем заводе. Это молоко, кефир, сметана и сыры. Сегодня очень много было покупателей, и очень всем понравилась продукция, и все хотят брать продукцию нашу. Впрочем, каждому, как говорится, свое. Покупатели рады сниженным ценам. В условиях непростой экономической ситуации у них есть возможность запастись продуктами по оптовым расценкам. А продавцы довольно хорошей выручкой, ведь все, что дешевле обычного, привлекает больше покупателей. Настолько приятно, что вот эта вся продукция у нас вот, в Ингушетии, в России есть. Уже давно пора на свой продукт переходить, давно уже. Забыть о всех импортных яблоках, которые даже не пахнут. Вот здесь проходишь, аромат, и рыба просто шикарная. Ну, кладезь какой-то. Здорово, вот горжусь. Некоторые посетители ярмарки, хоть и не в первый раз в Ингушетии, но теряются перед вопросом, что купить. Выбор стоит перед продукцией, которая давно завоевала рынок, и относительно новой, которую попробовать они еще не успели. Достаточно много предложений и еще только на этапе сравнивания. Вот. Хотя знакомимся с теми, кто привез, с теми, кто продает, вот, что привезли. Вот, достаточно много названий, новых названий, как старых брендов, как древние великие ачалуки, вот, и новых уже абанхи, которых раньше когда-то не было. Словом, здесь можно приобрести многое, а главный плюс – все рядом. Только успевай переходить от одной палатки к другой. Товары местного производства на этой ярмарке на любой вкус – овощи, фрукты, рыба и даже шоколад. Гендиректор компании «Шоколадница» никому свою продукцию представить не доверила. Плиточный шоколад у нас с фисташками, с фундуком, был еще с миндалем, его разобрали. Магасия выпустила в честь нашей столицы, Ингушетии, Магаса. Это у нас подарочные наборы. Это можно на торт, можно в шоколадную коробку. Вот это все. Пряники ручной работы с росписью, медовые пряники. Продукт, уверяет Фатима, экологически чистый, никаких добавок, и шоколад она варит сама. Украшает прилавок легенда земли ингушской. На создание этого башенного комплекса у автора ушло 41 килограмм чистого шоколада. Трудилась над ней Фатима Галаева 2 недели. А вдохновил ее на создание шоколадного шедевра наш башенный комплекс Эрзи. Кроме местных жителей, ознакомился с продукцией и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Нас сегодня посетил наш министр Александр Николаевич Ткачев. Остался, насколько я понял, доволен нашей ярмаркой, продукцией, выставленной на ярмарке. Здесь на ярмарке представлено более 30 наших товаропроизводителей. Это растениеводы, животноводы, это переработчики, это пчеловоды наши, это наши люди, которые производят воду.
Продавцы в один голос заверяют, именно их продукция самая вкусная и полезная. И что важнее, есть из чего выбрать, и цена также радует. Ведь главное, чтобы покупатели остались довольны. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24. Итоги визита делегации сельского хозяйства России подвели уже на совещании в администрации главы Ингушетии. Александр Ткачев отметил в своем выступлении, что сад-гигант – это агропромышленный кластер с огромным потенциалом возможностей. Он выразил уверенность, что это направление нужно наращивать. Ткачев также добавил, что на Кавказе имеются благоприятные климатические условия, человеческий ресурс, туристический потенциал. И все это, как говорится, грех не использовать. Второй раз посещаю республику и хочу отметить на хороший такой позитивный прогресс и руководство, и бизнес, и государственные, федеральные структуры, и, естественно, экономическое сообщество не стоит на месте. Мы видим результаты по уровню и ВВП, и в разных направлениях есть хорошая динамика. И, конечно, безусловно, поражает тот охват и мощности, которые созданы в плодоовощной отрасли. И, конечно, сад-гигант ингушский, безусловно, это тот образец, я бы не постесняюсь этого, для подражания, где мы действительно будем производить продукцию такого европейского, мирового уровня. И, конечно, это тот, я бы сказал, кластер с огромным потенциалом возможностей и, естественно, создание конкурентной продукции, которая обладает, в общем-то, и юг, и в целом республика. И, конечно, вот это направление, я уверен, нужно наращивать, потому что именно здесь может быть так сказать, тот рост, который обеспечит и процветание, и, в общем-то, хорошая бюджетная обеспеченность, и занятость республики, и так далее. Потому что с учетом юга у нас особого потенциала нет, хотя все относительно. Понимаете, каждая республика, каждая и в округе, и не только, должна максимально использовать свои конкретные преимущества. Погода, природа, климатические, естественно, людские ресурсы, исторические ресурсы. Вот. Здесь, естественно, туризм, кроме сельского хозяйства. Здесь мы не получим, как и в других республиках, там, может быть, какого-то металлургического комбината там, или, так сказать, какого-то добычи каких-то природных ископаемых в силу понятных причин. Но мы должны максимально использовать те благоприятные условия, которые существуют сегодня здесь. И понятно, не говорить уже не только о товарном производстве, а мы говорили сегодня о глубокой переработке, мы говорили сегодня об ассортименте, естественно, упаковка, это брендирование, это позиционирование на рынках, так сказать, в сетях, в том числе своей продукции. И, конечно, на этом зарабатывать. И это огромное преимущество, то, что есть на юге, на Кавказе, которого нет, безусловно, ни в Сибири, ни даже в центральной части, в силу климатических ограничений и так далее. Поэтому, конечно, уверен, что здесь прижимать нужно по полной, максимально. Ресурсы есть, потенциал есть, и по большому счету и Ингушетия, и все остальные делают только первые шаги. У нас огромный спектр, и сегодня о молоке, о овощах, о мясе и так далее. И здесь Ингушетия сегодня и по меду отличилась, и каждая республика может этим заниматься. По словам Юнусбека Евкурова, реализуемый инвестиционный проект «Сад-гигант Ингушетия» должен решить проблему с логистическим обеспечением агропродовольственного рынка республики. Но проблемы в сфере АПК региона остаются. Глава региона в своем докладе озвучил несколько из них. Ряд проблемных вопросов, я их в письмах изложил, мы с вами уже об этом говорили, я коротко про них скажу. Первое, это, конечно, орошаемость сельхозземель. У нас с этим довольно серьезная проблема, не только у нас, я здесь уже могу за всех глав Северо-Кавказского федерального округа сказать, в округе в целом эта проблема такая, номер если не один, то 2 или 3. Поэтому здесь можно было бы по отдельной программе здесь поработать, и можно было бы протокол этот вопрос нести и каким-то образом посодействовать. Второе, это животноводческие фермы. Та ферма, которую мы построили с помощью федерального центра, да, понятно, желательно было бы, конечно, инвестора, но мы сейчас эту ферму передали под ГЧП, и он больше имеет эффект. Потому что инвестор сам так просто деньгами заходить, конечно, хочет. Если бы в республике еще построить такие 2 фермы, я думаю, был бы хороший эффект и по рабочим местам, и по продукции, и выхода этой продукции за пределы республики.
в том числе и наличие вот этих мини-заводов молочных, ну и так далее. И третий вопрос – это устойчивое развитие сельских территорий. Ну, я думаю, что все коллеги согласятся со мной, какая колоссальная помощь в этом направлении идет. И вот это именно наличие вот этой программы самой, ну, имеет колоссальный, вот мы поднимаем села, начиная дороги там и все остальное, поэтому просил бы здесь на это тоже посмотреть и отдельной строкой, может быть, там и выделить Северо-Кавказский федеральный округ в этом направлении и помочь. Почему? Потому что это наиболее такой существенный эффект имеет именно на селе. Они села у нас где-то провалились после советского образца. Конечно, мы сейчас, благодаря именно вам, вот в этой программе ФЦП, мы эти села поднимаем. В этом году строится много проектов, направлений. Спасибо вам за помощь, поддержку. Я думаю, что я и с полномочным представителем разговаривал по Северо-Кавказскому федеральному округу, и с министром по делам Северного Кавказа разговаривал. Можно было бы трехстороннее такое соглашение, оно имело бы и политический вес иметь, можно было бы такое подвесить его в политическую сторону, ну и в экономической, и социально-экономической направлении, тем более, имело бы сегодня такую хорошую практическую устойчивость. К другим темам. Благодаря реализации федерально-целевых программ школьники избавляются от 3 сменок, есть где профессионально заниматься воспитанием малышей, возводятся новые многоквартирные дома или даже целые микрорайоны, как, например, в Назране. Очередная группа вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии, скоро отпразднуют новоселье. Репортаж Светланы Томовой. Эту квартиру Пятимачьях Киева ждала долгих 23 года. Переступив порог своей новой 4-комнатной квартиры, бабушке еще не до конца верится, что это теперь их родные квадратные метры. Много лет жили в доме у родственников, и, наконец, их мечта осуществилась. Каждый уголок бабушка обходит будто на одном дыхании и мысленно распределяет, кому какая комната достанется. Ведь в семье 8 человек. Площадка хози, берешь эту болжи, хозане, хозшед до хамдолжды, бера лозы, ардулы, паргатуе, хозметикер, хози метик. Микрорайон ждут большие преобразования. Совсем скоро рядом откроют и новую школу, и детский сад. В планах также строительство ряда социальных объектов, поликлиники, спортплощадки и объектов инфраструктуры. В этом микрорайоне, как я ранее сказал, будет проживать до 10 300 человек. В этом месте есть школа на 704 мест. На этом месте есть детский садик на 220 мест. На этом месте героям России, главой Республики Ингушетия Юльбеком Андреевичем Евкуровым было дано поручение построить амбулаторию. И на этом месте у нас планируется открыть Почту России. То есть это город в городе. В каждом 9-этажном доме по 6 подъездов, квартира от 1 до 4 комнат. Для удобства перемещения предусмотрен лифт. Также предусмотрели отдельное мусоросборное помещение. Сюда через мусоропровод, начиная с верхнего этажа, жильцы смогут сбрасывать отходы, не выходя из подъезда. Но это еще не все. Если новых жильцов что-то не устроит, они могут указать в акте приема передачи квартиры. Мы приглашаем жильцов, заходим в каждую квартиру, составляем акт. Те недоделки, которые жильцы будут недовольны, мы устраняем, записываем все. И по этому акту устраняем все недоделки. И в течение нескольких дней сдаем квартиры каждому жильцу. Через администрацию сдаем ключи. В каждой квартире индивидуальное отопление. Установлены счетчики потребления газа, электричества и воды. Словом, жильцам только жить да радоваться, отмечает мэр Назрани. Как мы видим, большой проход, более удобный проход. И потолки высокие у нас. Даже находятся датчики, противопожарные датчики. Тут соблюдены все меры безопасности, противопожарная безопасность. И счетчики. Вот это у нас прохожие, я бы сказал, комфортно прохожие. Тут у нас располагается кухня, довольно такая солидная, маленькая кухня для двухкомнатной квартиры. Это двухкомнатная квартира, где мы находимся. Я так понимаю, у нас будет гостиная, светлая, уютная гостиная. И зал у нас находится с той стороны. Как вы видите,
работа выполнена на глаз, настолько я могу дать оценку на хорошо. Помимо всего прочего, на улице благоустроена детская площадка со специальным покрытием для самых маленьких жильцов и небольшой сквер для всех желающих отдохнуть и подышать свежим воздухом. Напомню, первые из 7 домов ввели в эксплуатацию в прошлом декабре. Еще 2 открыли летом. В общей сложности, благодаря реализации ФЦП, новое жилье обрели порядка 800 семей. Светлана Томова, Аслан Героев. Новости 24. В январе следующего года, согласно поручению Владимира Путина, все регионы должны перейти на выдачу электронных ветеринарных сертификатов. Для этого можно воспользоваться веб-приложением «Меркурий». Его можно открыть прямо в браузере и вписать все необходимые данные о товаре, чтобы получить сертификат. Сейчас в стране действует бумажная ветеринарная сертификация. По факту это простой осмотр документов и формальная проверка продукции на безопасность и пригодность для употребления. Ингушетия почти на 80% перешла на электронную сертификацию. Закуплено соответствующее оборудование и организованы рабочие места. На сегодняшний день, чтобы полностью завершить этот переход, необходимо закупить порядка 50 компьютеров. У нас в данный момент есть 4 пропускных поста в Малгобеке, 2 поста в Сунже и в Назрани. В Сунже уже установили пропускной пункт оснащенности, там есть специалист, который занимается, проверяет сопроводительные документы в электронном виде. Век развития технологий. Сегодня вся страна отмечает День информатики. В России эта дата выбрана не случайно. В этот день, в 1948 году, Госкомитет СССР по внедрению передовой техники зарегистрировал новое изобретение – цифровую электронную вычислительную машину. В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по всему миру идет быстрыми темпами. Информационные технологии находят большое применение в очень многих областях жизни – образование, медицина, наука, промышленность, торговля и даже в быту. Информатика как наука и область прикладных исследований, учебная дисциплина играет огромную роль в развитии всего общества. Он трезво оценил ситуацию, несмотря на панику и суматоху вокруг, все сделал правильно. Молодой участковый Хамзат Катеев проявил себя при чрезвычайном происшествии в Сунже. Он одним из первых пришел на помощь пострадавшим от взрыва бытового газа. Все произошло в минувший четверг. Благодаря оперативности младшего лейтенанта удалось избежать тяжелых последствий. Залина Магушкова расскажет. Иса Хашиев живет рядом и видел все, что здесь происходило в тот день. После первого взрыва в панической обстановке никто не ожидал, что прогремит и второй. Здесь важно было трезво оценить ситуацию и быстро среагировать, что Хамзат Катеев и сделал. Участковый уполномоченный на тот момент проводил опрос в доме, где произошел первый взрыв. Очевидцы рассказывают, взрывная волна была очень сильной. Диана, да, пешкалотия, да, арианер. Эсчеулш халер, ё, эс хацияхлш хал, МЧС сиха, эс диацар, оборудуется, халдися хал, халаяка, да, эс дуркохц, да, игркс. Ёвцена, на Все произошло в минувший четверг. Изначально взрыв бытового газа произошел в доме 55 на улице Пионерская. Затем через некоторое время взорвался соседний дом, расположенный прямо напротив. Здесь проживает семья Героевых. На момент происшествия в доме находились 11-летняя Самира и ее бабушка 77 лет Лиза Героева. Хамзат мгновенно ринулся на помощь. Он, не думая, быстро выбежал с дома, перекинулся через забор в другую улицу, через соседнюю улицу перекинулся, перелез через ворота, вытащил женщину, сломал окна, чтобы газом люди не задохнулись. И когда зашел внутрь, стена была, дом разрушен был, стена была упавшая, там находился ребенок, малолетний ребенок. Он успокаивал этого ребенка, сам не мог поднять стену, выбежал на улицу, позвал соседей, на помощь позвал.
Пострадавшие сейчас проходят лечение в одной из московских больниц. Самому Хамзату Катиеву находиться перед камерой неудобно, тем более по такому поводу. Ведь сам он считает, что ничего особенного не сделал. Просто раньше всех оказался на месте, где нужна была помощь. Он выиграл время, а дальше подоспели на помощь соседи, спасатели и врачи. Говорит, что зашел бы еще хоть 10 раз в подобное пекло, лишь бы избежать съемок и интервью. Первоначально хочу дать гражданский намсгор хандел узусун дагуац бодич малавур амбады после этого хатбиач МЧС скорый сразу хатбиака схар акнугусл дарцар лари асхалцан. Младший лейтенант Хамзат Катиев работает участковым полиции всего год. Прежде занимал другую должность. На его контроле несколько улиц, где проживают около 7 тысяч граждан. В данной ситуации сотрудник полиции Катиев проявил не только положительные качества, но и высокий уровень профессионализма, что, безусловно, должно послужить примером для нас как в повседневной жизни, так и при исполнении служебного долга. Хамзат Катиев понимает, какая большая ответственность лежит на нем, как на участковом и как на любом человеке, который может помочь, оказавшись рядом в нужную минуту. Он, как сотрудник полиции, каждый день готовит себя к подобным происшествиям. Это обычный рабочий день, считает Хамзат. Но для пострадавших это огромная помощь, за которую они признательны Хамзату и всем, кто протянул руку помощи. Залина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Время загадывать желания и писать письма к главному волшебнику Деду Морозу. Сегодня отмечается самый необычный и интересный праздник – День заказов подарков на Новый год. Именно с 4 декабря во многих странах мира почтампы начинают представлять свои услуги по отправке писем Деду Морозу. Каждый год зимний волшебник получает более 400 тысяч писем и около 500 000 посланий на электронную почту от ребятишек со всей России и стран СНГ. И пишут их не только дети, но также и взрослые, ведь никогда не поздно верить в сказку. Кстати, свои послания некоторые начинают писать, не дожидаясь сегодняшней даты. Первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре. А если и вы хотите получить заветный подарок от Деда Мороза, адрес резиденции, электронной почты, куда вы можете отправить свое послание, указан на экране. Не забудьте при этом написать Деду Морозу. Жители селения Зязиков-Юрт свой подарок получат в аккурат к Новому году. Как говорится, к Деду Морозу не ходи. Большой актовый зал на 180 посадочных мест, библиотека, помещение для танцевального и художественного кружков. Все это предусмотрено в новом, пока еще строящемся Доме культуры. Репортаж Ридат Халухоевой. Новому храму культуры местные жители не могут нарадоваться. Они частенько приходят на стройплощадку посмотреть за ходом работ. Одним из таких наблюдателей является и Ахмед Ильянов. Мужчина признается, из-за отсутствия своего культурного центра различные мероприятия приходилось проводить в школах, выкраивая время, когда у детей нет занятий. А со сдачей этого объекта в эксплуатацию проблема наконец решится. Мы живем в цивилизованном мире. Для цивилизации должна быть и культура, и мы все делаем для молодежи. Строить объект начали в августе текущего года. Здесь трудится бригада из 20 рабочих. Пока одни заняты кровлей, другие завершают штукатурку стен. Как только эта часть отделочных работ будет завершена, строители начнут шпатлевку и покраску. Основные работы сделаны. 2-3 дня, как говорится, будет накрыта крыша, закрыта крыша этого объекта. И начнем делать на днях вентиляционный фасад. Вокруг здания будем прибивать гранит. Внутри вы видите, шпаклевка осталась только и полы. До завершения внутренних работ осталось совсем немного. Параллельно с ними рабочие трудятся и над прилегающей территорией. Здесь предусмотрена автостоянка и зона отдыха. Рабочие уже выравнивают почву под асфальт и занимаются кладкой плитки. Ставим по ребрику тротуарные бордюры, дорожные бордюры. Задействована техника, 2 погрузчика, каток, есть КАМАЗ, кран. Все, что нам необходимо. Техника у нас есть. Этой техникой мы пользуемся. Большой актовый зал на 180 посадочных мест, библиотека, помещение для танцевального и художественного кружков, раздевалки и душевые. Этот Дом культуры станет подарком для всех жителей села, где они смогут собираться здесь на культурные мероприятия и встречи и проводить свой досуг с пользой. Молодежь занята будет.
чем по улицам будут участвовать. Кто желает, может в кружок записаться. Здесь разные 3 кружка будут, библиотека. Завершить все строительные работы и сдать объект планируют к концу этого года. Подрядчик с поставленной задачей обещает справиться в срок, а значит, совсем скоро жители селения Зязика-Вирт получат новый дом культуры, который станет визитной карточкой села. Райдат Халухоева, Сурхо Гусиев, Новости 24. Световая и песочная терапия уже давно и прочно вошли в перечень занятий для слабовидящих людей, тех, кто страдает от цветобоязни. Эти методики внедрены и в общеобразовательном центре для незрячих граждан Ингушетии. Подробнее о том, как на деле сенсорная комната способна врачевать, расскажет Дана Плиева. Ребят абсолютно не смущает камера, она скорее вызывает интерес. Вот-вот начнутся групповые занятия для детей с остаточным зрением и светобоязнью. В центре таких воспитанников 8. Ребята учатся шрифту Брайля, уникальному точечному письму, придуманному около 200 лет назад и которому до сих пор нет аналогов. А эта комната для них как отдых после занятий. В группе 4 человека. Занятие в сенсорной комнате длится около часа. Сначала здесь все погружается во мрак, а затем включается светодиодная лампа, которая окрашивает помещение в яркие краски. Светодиодная лампа, фонтан своего рода, он для детей с нарушением зрения очень хорош, потому что издаются звуки природы. И с помощью вот этих вот звуков тактильное ощущение, восприятие органов чувств, таких как зрение, слух, обаяние, развивается у ребенка. Особое внимание здесь уделяется песочной терапии или по-другому арт-терапии. Ребенок, рисуя свои страхи на песке, учится смотреть им в глаза и перестает бояться. 9-летний непоседа шейх Магомед был и рад случаю попасть в эфир. Привет, папа. У мальчика имеется свой страх, знакомый почти каждому после недавно нашумевшего ужастика. Шейх Магомед, что ты рисуешь? Клоун. Почему именно клоун? Я его боюсь. Ты боишься клоуна? Некоторых. Так, и ребенок объясняет, почему. Почему? Шейх Магомед. Короче, я люблю некоторых клоунов. Кто знает, кто под маской? В центре также занимаются дети с синдромом Дауна, задержкой речевого развития и нарушением опорно-двигательного аппарата. Для них эта комната приобретает особое значение, способствуя развитию и мышлению. Здесь предусмотрен и интерактивный бассейн, и доска Монтессори, созданная известной Марией Монтессори, носящей звание мировой матери педагогики. Доска учит ребенка развитию логики и самостоятельности. Ребенок сам самостоятельно выбирает, что он хочет, допустим, открыть замок или топ, и развивает самостоятельность, ребенок учит. Вот. Как бы вот тактильное ощущение хорошо развивает, он как начинает трогать вот это все и потихонечку берет, допустим, замочек. Давай, Абдул-Азиз, ты откроешь? Ну, давай замок откроешь. Абдул-Азиз среди всех детей в этой комнате исключение. Мальчик пришел пораньше и решил присоединиться к игре. Как только одна группа заканчивает урок, у него начинаются дополнительные занятия. У мальчика проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влечет за собой нарушение речи. Ф. О. Ф. Потом Л. Лук. В. Л. Дальше. Аквариум. К. А. Аквариум. Блин, ты китайки. Занимаемся мы полгода. Постановка звука Р у нас идет. Сейчас звук у нас, в принципе, есть, но четкости в звуке у нас нету. Отрабатывали воздушную струю, делали всякие упражнения, артикуляционные упражнения, которые у него в начале, когда мы начинали, в принципе, ничего не получалось. А сейчас есть уже результаты, сдвиги. По мне, так мы пошли далеко. На такой результат влияет и сама обстановка, говорят логопеды. Умиротворенность, спокойствие и море положительной энергии из сенсорной комнаты творят чудеса. Изобретенная еще в 70-х годах в Голландии для психически больных людей, на сегодня она расширила свои возможности. Такую комнату можно встретить не только в спеццентрах, но и в магазинах, больницах и многих офисах. Потому как помогает не только детям, но и взрослым. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Для людей с ограниченными возможностями в селении Сурхахи в Доме ветеранов провели мини-концерты и преподнесли небольшие презенты. На мероприятии побывала Мария Местуева. Ей слово.
Уже на протяжении 25 лет во всем мире в начале декабря отмечают День людей с ограниченными возможностями здоровья. Это, конечно, не праздник, скорее это дата, еще одна попытка обратить внимание общества на проблемы инвалидов. Ежегодно к этому дню в разных уголках республики проводят различные акции и мероприятия. Вот и сегодня Минтруд решил устроить небольшой праздник для особенных людей. Нету ограничений по здоровью, есть ограничения по духу. Те люди, которые сегодня приглашены, они яркий пример того, что человек, имея определенные проблемы со здоровьем, тем не менее может участвовать в общественно-политической жизни республики, представлять свои интересы и представлять интересы того сообщества, которого он является, членом которого он является. Хава Калоева, председатель организации инвалидов Ингушетии, и сама не понаслышке знает, как это – жить с ограниченными возможностями здоровья, и в полной мере понимает, насколько всем этим людям сложно вливаться в повседневную жизнь со своими законами и ритмом. А такие мероприятия, по ее мнению, просто необходимы. Вот такие выезды, когда вот мы собираемся на мероприятия, я вот за ними наблюдаю, и прям душа радуется, как они и шутят, и как-то раскрепощение, и как-то понимание друг друга. Это многое значит для таких людей с ограничением, особенно колясочники. Рада, что нас понимают. Интеграция в это общество для инвалидов – это многое значит. В Доме ветеранов сегодня праздник. Все эти люди особенные. И не потому, что они нездоровы или не могут вести обычную жизнь. У каждого из них свой мир и свое восприятие. Но, несмотря ни на что, они так же, как и любой здоровый человек, любят улыбаться, общаться, пусть и жестами, и развлекаться. Руслан Таркоев работает с глухонемыми много лет, а недавно он стал председателем регионального отделения глухих, в котором около 500 членов. Если даже инвалиды-колясочники или слепые, они могут услышать информацию, для глухих это очень важно, потому что они раздвоены, они свободно не могут позвонить по телефону, поговорить, услышать. Это совсем другой мир. Со своей психологией, своими трудностями, с проблемами. А в завершении мероприятия каждому вручили небольшой презент. Сегодня в регионе проводится колоссальная работа, чтобы никто из этих людей не чувствовал себя оторванным от общества. Но самое главное – это желание самого человека не закрываться от людей. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушские дзюдоисты завоевали 7 медалей на 11-м всероссийском турнире по дзюдо памяти Тимофея Кузнецова. В соревнованиях, проходивших в декабре, в начале в спорткомплексе «Купол» в Черкесске приняли участие более 300 спортсменов из регионов СКФО. Ингушетию представили 30 дзюдоистов. В активе нашей команды 4 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Чемпионами всероссийского турнира стали Аслан Камурзоев, Магомед Башир Аздоев, Муса Берсанов и Ибрагим Парчиев. В шаге от награды в высшей пробы остановился Салим Муталиев. Бронзовые медали у Рамзана Султыгова и Абдул Малика Евлоева. Ну, теперь немного о предстоящем вечере бокса, который пройдет в Ингушетии. Соперник Исы Чаниева, один из претендентов на героя ринга, филиппинец Хуан Мартин Элорде, прибыл в Ингушетию. С ним приехала небольшая делегация, 9 человек, в том числе родители и 2 тренера. Боксер решил создать для себя максимально комфортные условия и привез с собой мощную группу поддержки. О первых днях пребывания филиппинца в нашем регионе подробно расскажет Хусен Гагиев. Уже по прилету известного боксера окружили болельщики. Для самого же филиппинца такое внимание стало приятной неожиданностью. Гости поселились в новом бизнес-отеле «Магаз». Вечером боец отправился на тренировку в спортивный клуб «Оздо». В республике принято угощать гостей разными блюдами национальной кухни, а спортсмен как раз находится на завершающем этапе подготовки к турниру – процессу сгонки веса. Вот и приходится терпеть. Я могу потерпеть до пятницы и не доставлять себе проблем с весом, которых у меня нет. А уже после я смогу насладиться вкусной едой в свое удовольствие. А сейчас мне дисциплина это не позволяет. Проблем с климатом как таковых нет. Да, здесь холоднее, чем в Филиппинах, но терпимо, и это не доставляет неудобств. Тем более нам оказывается высокое внимание, так что все хорошо. После небольшой разминки боксер приступает к работе на лапах.
Главный бой станет настоящим украшением вечера бокса «Герои ринга». Элордо работает по той же методике, что и его знаменитый соотечественник Мэнни Пакьяо. С ним работают сразу два тренера. Задача американца Дэна Роуза – подвести спортсмена к пику физической формы. Обычно тренировочный процесс длится у нас около года. Мы фокусируемся на резкости ударов, на мощи ударов, работаем на вес, на время, на стратегию и сейчас на выносливость, потому что бой чемпионский. Мы работали с разными спарринг-партнерами, работали по 4, 6 и 8 раундов. Я считаю, что он готов. Формат чемпионского боя для него не нов. Он прежде выдерживал по 10-12 раундов и в поздних раундах будет чувствовать себя хорошо. Элордо относительно легко приспособился к местному климату. Тренер с ингушским именем Калой не сомневается, что его подопечный покажет зрелищный бой. Тем более они тщательно изучили соперника. На финальном этапе подготовки мы работаем над весогонкой, и в данный момент с этим проблем нет. Сейчас мы подводим бойца к оптимальной форме, чтобы ближе к турниру он был готов к формату 12 раундов. Мы смотрели бои нашего оппонента, изучали его технику. И мы уверены в уровне подготовки нашего бойца. Напомним, 9 декабря на кону будут стоять сразу два пояса чемпиона – вакантный WBO International и IBF Intercontinental. Хусейн Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Ну и в завершении выпуска расскажем о пицце в невесомости. Космонавты Международной космической станции решили заняться не совсем привычным делом. Экипаж приготовил пиццу. Шеф-поваром выступил итальянец Паоло Неспали, который признался, что мечтает о родной еде и попросил доставить все ингредиенты в космос. Пиццу приготовили нескольких видов, от простой маргариты и до изысканной неаполитанской. Весь процесс приготовления блюда они засняли на видео. Как рассказали сами космонавты, всего за полчаса блюдо получилось вкуснее, чем на Земле. В общем, приятного аппетита. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи.